это завершающий региональный форум «Наставник», уже 8-й по счету, если считать первый, который прошел в Москве. Союз WorldSkills Россия в рамках каждого из форумов проводит такой набор мероприятий, которые касаются опыта наставничества, собственно, в движении WorldSkills. Мы делаем акцент на 3 элементах наставничества. Первое – это наставничество в рамках национальной сборной, когда ребята, которые сами стали чемпионами мира, Европы, становятся наставниками для следующего поколения чемпионов, готовят национальную сборную, по сути. То есть это такой интересный пример, когда разница между наставником и наставляем составляет 1-2 года, но с точки зрения опыта это вот десятки лет. То есть это такой концентрированный опыт, упакованный в очень быстрое освоение профессиональных навыков. Второй пример, второй тип наставничества, о котором мы здесь говорим, это федеральная программа «5000 мастеров». Это программа, которую реализует Союз WorldSkills. Мы ежегодно повышаем квалификацию 5000 мастеров производства и обучения более чем по 50 компетенциям WorldSkills. То есть это возможность преподавателям, мастерам колледжа и техникума освоить самые современные технологии в своей сфере за достаточно сжатый период. И, собственно, эта программа построена на таком же принципе, когда одни мастера, которым удалось освоить где-то международные практики, лучшие отечественные практики, передают свой опыт другим. А дальше уже это все распространяется по системе профтехобразования. И есть еще третий сюжет, который тоже у нас начинает сейчас практиковаться. Это когда молодые учат взрослых. Это когда ребята, которые сами поучаствовали в чемпионатах WorldSkills, увидели какие-то особенности профессиональных технологий, поняли, как нужно работать, начинают передавать свой опыт, начинают, наставлять старшее поколение, то есть своих преподавателей, по сути дела. Преподавателей, мастеров, может быть, не своих непосредственно, конечно, да, но преподавателей других образовательных организаций. Таких примеров у нас уже тоже достаточно. Они достаточно сложные с психологической точки зрения, потому что все-таки у нас всегда картина такая, что чем старше, тем опытнее, тем, соответственно, больше шанс на наставника. Но у нас вот есть и такой сюжет, и мы на каждой площадке, на каждом форуме собираем такие примеры, которые есть здесь, в регионе, в федеральном округе, и рассказываем о том, как это было реализовано. Постепенно приучаем к тому, что есть и такой пример, что на самом деле и дети могут учить взрослых, или молодежь может учить старшее поколение. То есть важно задать такие прецеденты, и мы сейчас постепенно в разных программах, которые мы реализуем, такие примеры, такие случаи создаем, специально создаем. Да? И я думаю, что через какое-то время этот барьер просто будет преодолен в силу того, что это станет традиционным. Потому что первый раз, конечно, когда в аудиторию заходит молодой парень, 20-летний, а средний возраст аудитории за 50 лет, да, то, конечно, на него смотрят как на кого? Как на студента. Ну, что он может рассказать? И он начинает показывать и рассказывать. И вот очень многие ребята рассказывают, что примеры, как правило, такие. То есть молодой человек рассказывает, как надо правильно выполнить определенную производственную операцию. И ему старший говорит: да ты что, мы всегда делали не так, мы сейчас делать по-другому. Говорит: да нет. Причем делают неправильно, ошибаются, портят расходные материалы, да, но тем не менее, да, оказывается, ты был прав. То есть это происходит только за счет того, что мы начинаем это практиковать, иначе никак.